На праздновании 25-й годовщины победы в Отечественной войне народа Абхазии и независимости нашей республики съехались гости из разных уголков мира, добровольцы, участвовавшие в боевых действиях, члены их семей. Перед началом праздничных мероприятий они собрались здесь, у мемориала славы, чтобы отдать дань памяти павшим за свободу Абхазии. На мемориальных плитах Парка славы появились новые имена. Захороненные останки стали могилами, а родные получили возможность навещать своих героев. Но матери бойцов, пропавших без вести, приходя сюда из года в год, все-таки надеются увидеть сыновей живыми. Он служил здесь, в российской армии. В Бомборах полк стоял. Потом пришел в батальон «Горец», участвовал там, добровольцем пришел. Участвовал в боях на горе Ахбюк, когда вертолет высадился. И с той поры вот без вести пропал, мы ничего не знаем. Слава Богу, вот тут 13 опознанных останков лежат. Мамы нашли своих сыновей. ДНК с нас взяли, но нашего сыночка среди них нет. Поэтому я надеюсь, что он живой, что все-таки когда-нибудь появится. Дай Бог дожить до того времени. Елизавета Кравцова тоже каждый год приезжает в Сухум из города Прохладный Кабардино-Балкарии. Ее сын Петр прошел всю войну, погиб уже в 94-м, вместе с другими бойцами группы «Пантера». Их обстреляли сваны в период перемирия. Когда тела погибших бойцов везли домой, то перепутали. Больше 20 лет Елизавета Кравцова ухаживает за могилой товарища своего сына. У меня похоронен неизвестно кто, а мой сын похоронен в городе Бийск. Ну, говорят, не важно то, что где похоронен, важна память. Я за этой могилкой, за чужой ухаживаю и буду ухаживать до конца жизни своей. Ну, а там я вот поехала, что могла сделать, то сделала, а остальное чужая моя, она мне не разрешила ничего делать. Родные Анзора Бигвава часто приходят на его могилу. Но в День Победы особенно остро ощущается боль потери человека, который не дошел до конца войны совсем чуть-чуть. По словам сестры бойца, ее не покидает чувство, что если бы он долечился в госпитале и вышел на фронт после выздоровления, то сегодня мог бы радоваться юбилею Победы вместе с семьей. Он лежал в больнице, но сбежал, ушел. Раненый был, контузия была, с температурой, и все равно сбежал. Он считал своим долгом войти в Сухум, даже раненым. Не все женщины сумели проводить своих мужчин на фронт. Многие не усидели в тылу и отправились им в подмогу, зная, что слабее физически, но могут поддержать морально, вдохновляя смело идти в бой. Ну как же, мы же матеря, мы же поднимали дух каждого мальчика, воина поднимали. А для нас это честь. Воевать рядом с нашими братьями, с отцами, с дедами воевать. И тем более здесь райская земля, благословенная земля. Как же не отдать свою жизнь за эту землю? Елена Колодяжная приехала на войну в Абхазию из Краснодара, проделав непростой путь, пробираясь на фронт. Через горы прибыла сюда, через Северный Кавказ, через Тбилиси, Цалку, сюда все. Вот, и в Очимчирской стороне попала в плен, потом сбежала, потом через Алцгу в Беслахупской стороне прошла. И вот так началась моя военная карьера. Но выбор был не у всех женщин. Феня Авицба не уехала из Сухума в первые дни войны, не хотела бежать от противника. А через месяц поняла, чтобы выжить, придется бороться по-военному. С соседями, чтобы бегом убежать, я этого не захотела. Но я уже поняла, что могла бы зря здесь погибнуть. Они уже наглели до потери пульса. Но так через месяц и сразу на фронт, да. До победы оставалась неделя, а до Сухума всего пара километров, когда Феню ранила. Поэтому узнала она о том, что абхазская армия освободила столицу, лежа на больничной койке. Вот здесь вот шли контактным боем, Ачадары вот так прошли. У въезда там, где универсам стоит, с высотного дома мне снайпер поймал 5,45, этот самый, в легкие все разорвало. Ну, оттуда мне уже, я сознание не потеряла, но повезли мне в Гудаутах. Лежала в больнице, ну, была стрельба такая, ну, вообще не этот самый, вокруг стреляли страшно. Я думала, что грузины прорвались. В эту минуту моя сестра заходит, говорит, назвала «Победа!»
Я помню, что сейчас до слез даже больно. Я вскочила, там все эти у меня трубки висели, вскочила с кровати, хотела выйти на балкон, ну, чтобы я там видела бы. Это такая вот необъяснимая радость, которая у меня была незабываемая. Подруга Фени Авицба Валентина Лакоба всю войну выхаживала раненых бойцов. Собиралась на фронт, но, почувствовав, что нужнее солдатам в больнице, а не окопах, осталась медсестрой в тылу. Она и заботилась о подруге в Гудаутском госпитале. В больнице я ее застала. Она в молодости в роддом не попала, а в роддоме ее оперировали. Так что она не может сказать, что в родильном не была. Утверждение, что у войны не женское лицо, весьма спорно. За каждым бойцом стояла мать, жена, сестра. И у них была своя война. Побеждать любовью ненависть, а верой страх. Участь женщин, оставшихся в тылу. А взяв в руки оружие, женщина не переставала быть женщиной. Шагая бок о бок с сильными и смелыми солдатами, ей приходилось защищать не только родину, но каждого из ее сынов. Марианна Котова, Эдуард Аракелян, Абаза ТВ.